С введением новой культуры производства, новой системы производства, все люди меняют свое отношение, и это, естественно, улучшает качество труда, производительность труда и безопасность. Мы ввели очень много новых программ для того, чтобы трансформировать Казахмыс в новую современную компанию. Мы имеем ряд наших внутренних проектов, нашего внутреннего роста. Это Актагай, Башикуль. Вместе эти два проекта – это будущее нашего проекта, которое увеличит производство Казахмыса где-то около 2/3 от существующего объема. В будущем Казахмыс будет входить в 5 крупнейших медных производителей с производством более 600 тысяч тонн. Строительство Актагая, Башикуля и успешное финансирование, которое мы заключили с нашими китайскими партнерами, позволит нам достигнуть эту цель абсолютно уверенно и безопасно. Если взять отличие компании, которая была в 1991 году или сейчас в 2012 году, я бы сказал, мы разделим это на 3 этапа. Первый этап, когда был кризис, когда все практически не работало до 1995 года. Второй этап, когда мы собрали все наши активы, сконсолидировали, создали компанию «Казахмыс». Ну и, безусловно, третий этап – это когда наша компания вышла на фондовый рынок в Лондоне. Мы сегодня понимаем, что такое мировой рынок не только цветных металлов, но и финансов. Я бы сейчас сказал, что это в будущем поможет нам создать и сформировать новый облик и новую компанию. Находимся мы сейчас на Южно-Жезказганском руднике. Здесь мы добываем руду. То есть при помощи взрывчатки мы ее дробим, и потом уже она в дальнейшем выдается на гора. На данный момент уже пошло улучшение в забоях, то что меньше сейчас стало заколов, как бы уже жесткий контроль над этим. Это хорошо, это намного лучше, чем было раньше, допустим, взять. Намного лучше стало. Ну, сейчас работаем более на новой технике, вот что хорошо тоже. Это намного лучше, уже и увереннее ездишь на подъемах, на уклонах уже увереннее все. И сами машины обезопасивают уже нашу жизнь тоже. Наш гараж открыт, алдыңғы жылы ашылған бұл гараж. Сайман құралдардың бәрі бірдей болса, онда біз жаңағы лабаға барамыз, кейде ояқтан да жөндеп шығарамыз машиналарды. Бәрі уақытымен болады бұл жерде, өте ауыр жұмыстар бола қоймайды. Под землей, на месте, которые ремонтируются, быстро заехал, отремонтировался. Люди все на местах, специалисты есть, которые делают, которые контролируют. Обслуживание идет быстро и времени теряем меньше. Так что и производительность идет на улучшение, на выполнение плана этой больше влияет. На сегодняшний день мы ведем деятельность в 4 регионах страны. У нас под оперативным управлением находится 18 рудников, 10 обогатительных фабрик, 2 медзавода, 3 тепловых электроцентралей. На сегодняшний день мы помимо производства катодной меди производим 22% электрической энергии в Казахстане, 13-14% тепла. В корпорации где-то около 1200 километров железнодорожных путей, что в принципе сопоставимо с протяженностью сети железных дорог некоторых стран в СНГ. Процесс это, мы принимаем руду, это корпус крупного дробления. Руда подается железнодорожным составом посредством ППЖТ. Дальше эта руда посредством через питатель, она подает на дробилку крупного дробления. И оттуда уже вырабатывается для дальнейшего процесса. Процесс обогащения идет с корпуса номер 1, руду дробят, потом на измельчение, на флотации мы перерабатываем, основная, контрольная и перечистки. В процесс мы добавляем реагенты. За счет этих реагентов, получается, вырабатываем пенный продукт. Пенный продукт лопастями снимается, также отправляется в сгуститель на фильтрацию, вот, и потом с фильтрации идет уже на медзавод. Сүзу кеп тұру бөлімінен кейін, фабрикадан келген материал сүзіп кеп тұрып, оның үстіне
жан жақтан флюстар қосылады. Мына келген концентратор араласып, бір қалыпқа келтіргеннен кейін барып гранул жасаймыз. Көбіне мына шаң тазарту жағы қиындау болған. Сол жағына жаңадан аппараттар алып қойып жатырмыз. Енді сондай жағдайлар бар енді. Жақсарған біраз бұрынға қарағанда. Менің жалпы негізгі жұмысым осы конвертер бөлінен мысты қабылдап, оны ары қарай пісіріп, дайын күйде мыс құю каруселіне беру. Жұмыс ауыр, қиын, қауіпі бар, бірақ енді өзімізге де байланысты сол барлық қауіпсіздік ережелер сақталып жүр. Люди стали менять отношения к безопасности. Они понимают, что их дома ждут семьи, они понимают, что поведение на работе очень сильно связано с безопасностью. Мы ввели очень много новых программ, и это, естественно, улучшает качество труда, производительность труда и безопасность. Это значительное улучшение показателей безопасности, и мы очень рады, что люди стали менять свое отношение к этому. Электропеште енді концентрат балқығаннан кейін үш продукты дейміз: газ, штейн, шлак. Штейнді конверт арқылы тағы да байытып, қарамыс аламыз. Сол қарамысты анодный пешке құйып, анодный мыс шығарамыз. На сегодняшний день приняты стандарты корпоративного развития в части охраны и безопасного ведения труда. Совместно с компанией DuPont мы разработали концепцию. На каждом уровне будет разработана система требований, которая должна улучшить наши показатели по безопасности. Ведется активная борьба, мы все время проводим беседу. Этап идет обучение людей, идентификация опасностей и рисков обязательно. Мы хотим, чтобы каждый человек сознавал, что, допустим, придя на рабочее место, он видит какие-то нарушения, он понимал, что это прежде всего вред ему. Вред не производству, а прежде всего вред ему. Негізгі жұмысымыз осы мына ваннадағы отырған анод пен катодтардың сапасына байланысты. Осы растворларды, электролиттерді дайындап құйып, солардың сапалары, мысы, кислотасы, қосымша берілетін добавкалары, сосын температурасы, соларды қадағалап отырамыз. Мы верим в то, что цена на медь в ближайшие 10 лет будет только расти. У нас очень хорошие отношения с нашими стратегическими партнерами в Китае, с кем мы работаем уже в течение 10 лет. Мы знаем, что китайское правительство намеревается потратить порядка $1,5 триллиона для создания инфраструктуры. Все это, безусловно, потребует громадного количества меди. Сейчас мы можем сказать, что спрос на медь в ближайшие десятилетия будет только расти. Общие инвестиции для того, чтобы трансформировать Казахмыс в новую современную компанию, которая будет входить в пятерку крупнейших мировых производителей меди, более чем $7 миллиардов. Что из себя будет представлять новая компания? Абсолютно новые рудники, к примеру, Башкирское месторождение. Безусловно, это современное производство, инновации, когда растет производительность, когда растет производство. Это все в будущем и есть новые облики, новая компания.